Вы на канале Новости БП. Казахстанцы запустили петицию с требованием отменить утилизационный сбор на автомобили. На жалобу граждан ответил министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Алибрекишев. Петицию опубликовали на сайте онлайн-петиции Казахстана и Govpress. На данный момент, судя по счетчику на сайте, ее подписали более 130 тысяч человек. Министр экологии Серик Алибрекишев, отвечая на вопросы журналистов о петиции в кулуарах Сената, заявил, что размер утильсбора в Казахстане сопоставим с другими странами. Если сравнить наш утильсбор и утильсбор соседей, допустим России, Узбекистана, Беларуси, на автотранспорт от 1000 до 2000 кубических сантиметров, у нас утильсбор чуть больше 1 000 000 тенге. Он в принципе сопоставим, даже чуть меньше, чем в странах, которые я назвал. Здесь еще один момент надо учитывать, что у нас нет градации. Допустим, будь это новые автомобили или автомобили, уже бывшие в эксплуатации. Утильсбор в России градируется. Машина до 3 лет, от 3 до 7 лет и выше, прокомментировал Брекишев. Журналисты попросили подтвердить, что нормы утильсбора в Казахстане не будут пересматривать. Однако министр не дал однозначного ответа на этот вопрос. Я не могу сказать. Мы утверждаем ставки по расчетам Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сказал Брекишев. Напомним, ранее глава МИИР Бейбут Атамкулов заявил, что параметры утилизационного сбора на автомобили не пересматривались с 2015 года. Этот вопрос сегодня действительно активно поднимается. Методика расчета, которая была в 2015 году, эту методику нужно поднять и посмотреть. За все это время есть и курсовая разница, и девальвационные процессы, заявил министр. Методика расчета, которая была в 2015 году, эту методику нужно поднять и посмотреть. Теперь, минутку. За все это время, я думаю, что есть и курсовая разница, и девальвационные процессы. На сегодняшний день, кажется, параметры утилизационного сбора еще не менялись. Утилизационный сбор, он необходим для того, чтобы развивать защитить свой рынок и развивать машиностроение и автомобилестроение.